Всем привет! Мы потихоньку начинаем наш фестиваль. Надеюсь, меня хорошо слышно. Подайте знак кто-нибудь, хорошо ли слышно. Ага, супер. Так, сегодня у нас очень интересная программа. Будет 4 фильма короткометражных и еще одно бонусное видео. Очень атмосферное, красивое. Вот. Так что не будем тянуть и начнем смотреть первый фильм. Фильм называется «Раскол». Режиссеры фильмов Данзан Левгинов и Дарджи Утнасунов. Они оба сегодня будут на обсуждении. Если хотите поучаствовать в обсуждении именно голосом, позадавать вопросы вживую, то присоединяйтесь к нашему чату. Ссылка на него вот в QR-коде и в описании стрима, и в канале Ой Радио мы там его отправили. Вот, так что присоединяйтесь, и можно будет вживую задавать вопросы авторам. Собственно, начнем. Имя, место жительства. Анджиев Савр Борисович, проживающий по адресу город Элиста, улица Калмыцкая, дом 9. Дата рождения. 4 декабря 1980 года. Где работаешь? В магазине алкогольных напитков менеджером. Женат? Да. Жену как зовут? Манжеева Цагана Аркадьевна, 85-го года рождения. Дети есть? Да, 2. Конкретно ты влип, Савва. Убитый тобой человек был кумиром республики. Я никого не убивал. Да хорош тебе! Ты все на людях сделал. Они свои показания дали, и все против тебя. Нож с твоими пальцами тоже у нас. Деваться тебе теперь некуда. Вся республика сейчас стоит на ушах из-за тебя. И пойми, сухим из воды тебе выйти не получится. Напиши чистосердечное, а мы тебе скостим срок. Я имею право на адвоката. Имеешь ты право? Имеешь ли ты право, скотина? А какое право ты имел убивать человека? Будешь говорить? Буду. Давай. Рассказываю. Мы сидели в клубе, выпили немного, и разговор пошел не туда. Он сказал, что вы... Такие твердолобые. Ты за языком следи. А ты чё? Видишь, ты даже придумать ничего не можешь.
Че ты там на Тургудов гнал? Я сказал, что ты тупой. Какие-то проблемы? Стой! Нормально все? Все, нормально. Нормально. Всё. Всё, давай. Чё за хуй? Стой! Тихо, держись. Я не хотел его убивать. Я просто хотел, чтобы он ответил за свой базар. Идиот. Мой сын умер из-за такого же дебила, как и ты. Товарищ майор, приказ привести его в главное отделение. У входа собралась толпа. Они требуют вывести его во двор. Проводи его через черный ход. Так точно. Тургудов и назвал их тупыми. Правильно сказал! Слышь, за базаром следи, сам следи за базаром, тупоголовый. Сюда иди! Че? Слышишь, чё? Тишина! Подозреваемый дал показания. Конфликт состоялся на национальной почве. Обвиняемый признался в совершении преступления. А ну заткнулись все! Тургуды, дервюды, бузавы, хошуды, какая к черту разница? Ну помните вы свои корни, молодцы, нахрена чужие оскорблять? Не имется вам! Делать нехер! Из-за вашей тупой гордыни умирают люди! Умирает народ! Да не умирает, вы сами друг друга убиваете! Бараны! Деретесь до полусмерти! Убивайте своих братьев! Ради чего? Вдумайтесь! Мы все один народ! Мы должны помогать друг другу! Попробуйте хоть год прожить без Бухары и сами поймете, что ничего против друг друга не имеете. На колени, урода! Слышь, ты что, Тургуда, на колени поставить хочешь? А хоть тебя поставлю! Из-за вас, урода, братишку убили! Ну все!
Так, мы еще подождем, да? у нас присоединился Дарджи тоже. Получается, все режиссеры здесь. Не знаю, подождем немножко еще людей. Ну, от минуты Или 2-3. начнем. А сколько нас уже тут? 8. Ну, хочется приступить, на самом деле. Такое ощущение интересное, прям. Не могу держать. Да, давайте. Привет. Так. Давайте тогда потихонечку начнем. У кого-то. Окей, давайте тогда я задам вопрос. Как вам пришла идея? Как вы объединились? Как решили снять этот фильм? Ну, вообще идея пришла нам совместно. Мы с Дарджи были в проекте Министерства культуры и РИА Калмыкия совместно. И по нему мы должны были сделать короткометражный фильм на свободную произвольную тему, которую нам самим покажется достойной того, чтобы ее осветить. И, в принципе, так родился раскол. Мы просто были у Дарджи дома, советовались, какая тема больше всего сейчас, ну, самая актуальная. Мы несколько тем проработали, даже несколько сценариев остались до сих пор нереализованными, то есть они есть, нужно их просто снять. И вот как раз в тот момент продуктивный у нас раскол больше всего зародился как самый такой яркий, мощный образ, который есть сейчас актуальный. Сколько мы потратили несколько бессонных, просто несколько суток для того, чтобы разработать сценарий бессонных. И это было, ну, на самом деле, несмотря на то, что он короткометражный, такой, ну, не очень долгий, не очень такой продолжительный, все равно для того, чтобы каждая деталь работала, чтобы нигде ничего не провисало, нужно было потратить много времени, чтобы его отполировать, и, ну, недостаточно просто каркаса. Дарчи, давай ты ответишь. Насчет участка, это на самом деле не участок. Это мы так его загримировали. Это задний вход автодора политического. У нас там происходили съемки. Да, у нас там был псевдоизолятор, как бы так сказать. Но это вообще коридор. Коридор в автодоре есть такая небольшая бендешка, где находится небольшой участок, и мы поняли, что это прям атмосфера изолятора. Там еще в начале, кстати, когда ведут подсудимого, это тоже самый дальний корпус в автодоре, где у них находятся мастерские. И просто мы когда увидели этот коридор, мы поняли, что просто один в один. Нам просто повезло, что дизайн некоторых помещений схож. Вообще, на самом деле, мы, когда начали снимать, мы не знали, откуда брать. Звонили всем своим близким, знакомым, когда искали еще особенно локации. И с хорошим обстоятельством, я думаю, нам просто повезло. Повезло, кстати, с клубом «Фараон», где мы снимали. Мы вот сняли, его где-то через месяц закрыли и поставили там 5. Получается, последний, кто там снимал. Это прям было. Это сейчас уже ностальгия такая. Так, а ты расскажи, как эту табличку мы сделали, полиция. Это не самая табличка полиции, да. Мы на самом деле немножко опасались того, что с ней боялись вообще перемещаться. Максимально ее заклеили газетой, чтобы не видно было. Привезли, просто на клей, на жидкие гвозди приклеили. Стояли там полчаса, ее держали, чтобы она приклеилась к стенке. И
подобрали так ракурс, что максимальное ощущение было начинали с таблички, когда выходили как раз все актеры к толпе, к массовке, и сделали вид, что как будто это реально, как сказать, полицейский прям вход. Хотя я сейчас по сценарию понял, что это как бы у нас черный ход, почему у нас толпа вообще собралась. Я сейчас пересмотрел тоже, думаю, как-то, где-то не хватает просто диалогов, чтобы более-менее разъяснить, что да как у нас. А так, сценарий, на самом деле, да, и на самом деле из этой короткометражки можно сделать большой фильм. Даже сериал можно сделать. Тема, к сожалению, актуальна. И я думаю, она будет, как сказать, она зайдет нашему зрителю в этом плане. Я думаю, мы хотя бы короткометражкой кому-то дали небольшое семя в мысли, что на самом деле нужно делать по-другому. У меня вопрос Да, к очень. актерам. Ой, Извините, извини, говори. как вы вообще актеров искали, подбирали? Мы проводили кастинг и с участием вместе с Сатиром Ажнигоряевым с Калмыцкого театра. Он нам помогал в кастинг-директоре, и вместе совместно мы отбирали людей. К нам пришли, на удивление, много людей, которые не было опыта, но при этом они хотели играть. Мы, получается, весь день провели на кастинге и нашли таких, как сказать, прикольных людей и поняли, что нужно создавать свою базу для того, чтобы в случае чего, если вдруг будем опять снимать фильмы, чтобы они участвовали. Потому что у нас на тот момент, считай, база была максимально нулевая. Очень мало людей было. Проводили мы в каком плане? Люди ходили с какими-то заготовками, рассказывали про себя, про свой опыт, как они вообще вдохновились по ходу к нам. И главный актер, убийца, он как раз имел мало опыта, и при этом он просто, вот как только он сказал пару слов, я уже понял, что он прям готов, подойдет. Под типаж, да, идеал? Да, типаж, он прям тот самый, который может быть. Ну, как отыграл, блин, я сейчас заметил, там все было, все как надо. Блин, все четко, все, да, все прям классно. Прям веришь ему, что он только что убил человека. Мог бы, да? А насчет следователя, это, как сказать, у него опыт за собой, он работал, он бывший сотрудник театра, актер, работал, и просто последние лет 5, по-моему, он говорил, что он решил закончить карьеру актера и пойти работать на обычную работу. Я не знаю, почему он пришел, он вроде сказал одно, и мы начали спрашивать про график его, он сказал, я решил вспомнить, поностальгировать по-актерски, и решил вот. И мы решили ему дать возможность эту. Он отыграл вообще четко. Диалог, который мы записывали в конце, мы его, кстати, записали очень быстро по сравнению с другими локациями, которые мы записывали, он очень хорошо отыграл. У него по одному дублю и все более чем достаточно было. Да. Профессиональный артист сразу чувствуется. С такими легче намного. Что еще? Простых массовку мы набирали по знакомству.
просили, ребят просили. Там даже некоторые были, если честно говоря, с группировки прям. Они пришли, им кто-то сказал, что там снимают короткометражку про группировку, и они пришли и говорят, мы тоже хотим сняться. И были. Ну, сейчас не знаю. Ну, и они, в принципе, хорошо консультировали, да, то, что они, пацаны, так не бывает, и мы что-то меняли прям там на площадке. Да. Ну, это круто очень, да. И еще хотел про кастинг сказать пару слов, то что он до сих пор происходит у нас кастинги такие небольшие, там, в Инстаграме, еще на каких-то страничках в соцсетях. И сейчас у нас база актерская уже достаточно большая, и люди, которые приходили там 2-3 года назад, 4 года назад, им до сих пор может прийти сообщение, то, что «Здравствуйте, не хотите ли вы поучаствовать в наших будущих съемках?» Такое было уже. Вот, и люди очень удивляются, но на самом деле просто, чтобы создать фильм, нужно очень много сил, энергии, финансов и времени, в первую очередь. Поэтому не всегда типаж может подходить здесь и сейчас. Может быть, он подойдет на фильм через год, там, через 2, который будет сниматься. Поэтому те, кто идут на кастинг, ребята, вы раньше времени не отчаивайтесь, не думайте, что вас прям сегодня позовут куда-то. Может быть, другой режиссер найдет вас на нашей базе, и он скажет, вот этот человек мне идеально подходит. Поэтому через год-два, если приходит предложение, это вообще норм, это все хорошо. Вот как-то так. И участвуйте в кастингах, пожалуйста. Нам нужно больше лиц, прям больше ребят, которые готовы сниматься. Вот. Круто, спасибо. Ну, звучит так, как будто у вас уже как бы набирается такой материал, и люди, и все необходимое для того, чтобы уже пойти на полнометражный. Нет, у нас, знаете, что проблема нету кадров. Таких фанатиков, вот мы трое сидим тут, пытаемся короткометражные фильмы снимать своими силами. Поэтому мы ищем себе единомышленников. Вы имеете в виду именно тех, кто вот обладает скиллами такими? Ну, хотя бы, либо желанием. Ну, в идеале скиллами, конечно, потому что всему учить заново, это очень сложно. Вот, и мы сами как бы прошли большой путь, и чтобы кого-то подтягивать, мы, конечно, не против, я думаю. Просто если кто-то уже обладает чем-то, к нам присоединяется, вообще шикарно получается. Понятно, спасибо. Угу. Гирел, я тебя там перебила. Извини, что ты хотела спросить? Да не. Кто-то еще из зрителей хочет задать вопрос? Потому что очень много крупных кадров, крупников, таких эмоциональных вещей. Вы сами, понятно, что это ваша идея, но вы кем вдохновлялись в процессе того, как поставить свой вот этот визуальный язык? На самом деле мы почему делали крупники? Наверное, потому что крупники, они больше дают акцент на определенную вещь. И второе, иногда помещение такое маленькое, что шириком оно все испортит просто. Кадр начнет сразу рассыпаться, человек начнет сразу обращать внимание на большой фон, где много деталей, поэтому мы придали значение крупникам. Чтобы не... То есть это было как и необходимость, так и очень хороший вариант, да, лучший вариант. Да. Всех, в общем. Да. Ну и при этом мы очень много короткометражек смотрели до этого, и клипов. То есть это больше клиповое было какое-то мышление, и короткометражек, которые мы в киноклубе показывали, очень, достаточно много хороших профессиональных короткометражек, которые выиграли кинотавры и прочие там фестивали. Я думаю, что больше вдохновлялись современным российским коротким метром и клипом, какими-нибудь классными клипами зарубежными. Тогда такой был настрой у нас. Визуальный язык, не крупных кадров или уже куда-то в другую сторону двигаетесь? Еще раз?
Ну, у вас Не- это 19 года, сейчас уже 23. Как вы двигаетесь сейчас в плане того, как снимаете, насколько много у вас крупников сейчас, какие еще приемы используете? Код не мешает, извините, говорить. Ну, давай, Дорджи, с себя начни. Какой сейчас визуальный идет у меня стиль в этом плане? Да, и куда двигаешься? Да, двигайтесь. Ну, мне единственное, кто понравился, вот сейчас, если посмотреть на это Мистер Робот, он ломает систему. После сериала Мистер Робот я понял, что не все правила нужно соблюдать, можно нарушать, и при этом искать себя в этом плане. И при этом я понял, что когда ты научился основе, в принципе, имеешь право уже делать свой визуальный язык. Я думаю, тебе даст возможность. Плюс наш любимый 16:9 экран, который дает возможность тебе не просто создать, точнее, не по закону 3D идти, а по своему можно этот прямоугольник разделить на любые квадраты и при этом перемещать туда главный объект, центровку вообще определять туда, куда ты хочешь. При этом... У меня вообще, извини, что перебил, у меня вообще наоборот все. Я вообще ушел куда-то не туда, в плане того, что я больше в клиповое мышление пошел. И у меня 4:3, хочется очень сделать, хочется 21:9 сделать киношный формат, хочется сделать выверенные какие-то интересные кадры. Вот Арслан меня научил делать какую-то симметричные кадры, как у Уэса Андерсона кадры такие, чтобы кадр был продолжительный и в нем просто скрывалось как можно больше взаимоотношений между героями. То есть, как в моих клипах последних можете посмотреть, там я стараюсь сделать длинные, выдержанные, но при этом смысловые кадры. И чтобы они были более-менее симметричные. Либо клиповость, либо клиповый монтаж, либо все быстро, мощно, как все несется. Ну, в общем, как-то туда меня занесло. Время и деньги. Время и деньги нужны. Очень сильно. Кадры нужны мощные, чтобы они ехали, учились, приезжали профессионалами. Но для этого нужно время и деньги. Понимаете, да? Потому что в якутский кинематограф вовремя вложились, вовремя нашлись люди, которые там очень, как локомотивы, вели за собой всех, кто был, все заразились, и все. И помимо этого еще была культура кино, поддержки культура. Люди ходили в кинотеатры на фильмы свои, и они поднимали хорошие деньги там на сборах, и это, на самом деле, не может не радовать, когда твой собственный зритель поддерживает тебя очень сильно. И, ну, и государственные вложения были тоже, и федеральные вложения были. Как-то так. У нас была возможность, ну, так сказать, мы начинали это делать все вместе, но из-за того, что в данный момент это никак не оплачивается, это никак, то есть нужно какую-то работу на стороне иметь или какую-то видео, ну, связанную с видеопроизводством работу. А фильмы, они остаются в качестве творчества, в качестве чего-то неоплачиваемого. И с другой стороны, короткометражный фильм показать в кинотеатре практически на регулярный показ очень сложно. Мы его показывали только в качестве премьеры единоразово и не брали за него плату, потому что он длится всего 10 минут. Это, ну, очень, очень как-то неправильно брать за него плату. А полный метр, за который как раз-таки берут деньги, он сейчас практически невозможно осилить его, потому что очень огромный материал, с которым нужно работать, с которым нужна команда хорошая, нужны классные профессиональные актеры, иначе зритель не будет верить в то, что происходит. Вот, поэтому тут несколько стопоров, которые не дают зарабатывать на кино.
Вот. И мне кажется, нужна какая-то поддержка внешняя, Извините, чтобы это я случилось. правильно поняла, что как бы, вроде какое-то комьюнити должно существовать? Я видела, что там грант какой-то давали, что на грант на технику, и на то, что это все возможно использовать как бы совместно. Это который Элла? Да. Они же закупили какую-то технику, и как бы я так понимаю, что это на коллективное использование. По-моему, закупили. У нас вообще было киносообщество. Сейчас как бы все своими делами начали заниматься. Но вот в этом киносообществе как раз-таки было зарождение всего этого. Как раз Элла это начала. Сейчас она больше делает киношкол, детских киношкол много делает здесь в Элисте офлайн. И взрослые тоже были, но как-то это сообщество не осталось сплоченным, что ли. И мы как-то... Я лично не видел технику саму эту и никогда не просил. Не знаю, почему, доступна ли она или нет, я не в курсе вообще даже. А ты, Дарджи? Насчет этой техники, да, я знаю, что про нее говорили, но я тоже ее не видел. Я помню, что там Canon, по-моему, C100 или C200. Кинокамера? По-моему, да. Да. Я даже не знал, что там, поэтому... Ну, по-моему, Canon, блин. Может, Арслан знает? Просто мы когда собирались, Элла приезжала с продюсером, вот как раз обсуждали эту тему, что там по технике. Я к тому, что главное, это же инструменты как бы производства. Да? Это самое главное, это сценарий. Да, а потом люди. Сценарий, да, это надо типа знать. А потом люди. Люди, да, все это. Всем привет. Смотрите, технику на самом деле подарили, вот, и она лежит где-то там, короче, на счету министерства, по-моему, либо же на телевидении. И ее тупо боятся трогать, вот, потому что никто не хочет брать ответственность за эту технику, и, соответственно, ее передавать уже людям, которые креаторы, кто занимается непосредственно съемками. Кстати, можно обратиться, не знаю, можно все-таки через Минкульт попробовать, потому что она точно знает про эту технику, она знает то, что она лежит, но вот она лежит, пылится. До этого наши обращения в Минкульт не заканчивались чем-то суперпродуктивным, потому что все упирается в такую бюрократию, упирается в то, что нет финансов, нет бюджета, приходите на следующий год, и такое бесконечно тянется, как бы. Но с другой стороны, я не знаю, что сказать на этот счет. Технику... У нас, кстати, с Дарджи, собственно, как бы от того, что необходимость была в технике, мы сами двигались как-то, сами пробовали, сами себе создавали какие-то условия, какие-то сетапы. Поэтому в данный момент, мне кажется, картинка, техническое оснащение, в принципе, неплохое. У нас свои собственные парки техники есть, небольшие, но тем не менее, что-то годное можно выдавать, да, и как бы... И чтобы идти, бежать в Минкультуру и просить через эти большие тягомотные бумажки технику получше, не уверен, что это то, чем стоит, на что стоит тратить время. Лучше потратить время на то, чтобы научиться чему-то сделать, что-то мощное там, и более run and gun сетап сделать. Такой взял и пошел и снял. Как-то так. Я такой себе приоритет выставляю. К нашему чату. А пока начнем смотреть следующий фильм. Следующий фильм у нас от режиссерки Валерии Нахаевой. Она также художница. Вот. И она сняла очень крутой фильм про свою Эйджу. Так что давайте начнем.
Энин другой. Водничкой? Два разных. Другой красный, другой розовый. Да. Который красно дольше хранится будет. Да. Булгат посмотреть. Взяли. Давай бички не муи. Давай. Чуть-чуть. Ну пей. 4 сантиметра не бички. Я маленькую такую копочку дай. Давай. Вот давление там было. А не, подожди, ты будешь котлеты пробовать. Подожди, вот этот котлеточек сделаем с боднуста, попробуешь, топочку убишь. Ну, давай. Давай, сейчас, подожди, ай моменту. Да. Халатанымсят хойыр үгі келе ирсын обращение. Ирсын далатын булат ханжана мини гарсын дилля ират. Давай. А я что не буду? Давай. Ой, чуть-чуть налей. Давай. Давай. Наливай, она же тебе говорит, налейте. Много не надо, 2 Хорош. Вот, мне чуть-чуть. Да. Давай, поздравим. Поздравляю. Юля, пускай мамаша скажет. Ну, говори. Я en köküykut, ben tergovada sen kere küçersin, da hamcana utnasta batka şta yerül doğum ben damamın yok etin oğlum dese lakka. Итха. Этот стенд сделайте, вату расстелите, заклейте и начинайте на нем Сзади. А потом, когда... У нас просто, Лера, там проблема, надо его меньше делать. Эдди, танцуем. Вот шагар. Так, бурхана меңне самдыңды, мүтім өргім. Өрк керекті. Я думаю, фрукты, наверное, завтра сделаем, да? Как ты думаешь? Потому что это... Перед тем, как это...
фрукты, кстати, твои домашние. Савр может и не приехать. Это рабочий же день. И еще этот, он скотину свою, он, скорее всего, и не приедет. Он в прошлый раз из-за вот это, я же ему сказал, он же привез, он же был еще 9-го приедет, а еще не 9-го не приехал. А приедет, значит не будет. Ну ладно. Так, Гелянкина мама одна. В общем, продолжим, наверное. Лера, давай ты сначала расскажешь, как ты придумала этот фильм, как ты его сняла, почему ты его решила снять. Вот. В общем, в целом. Привет. Да, спасибо тебе за обратную связь. Ну, на самом деле я даже не думала его снимать. Он как-то очень сам получился. То есть я просто в один день, это вот был день рождения Эдди, ей исполнялось 80 лет, я просто решила за ней походить, поснимать, потому что, ну, я так подумала, а что делает моя Эдди? И, по сути, она как бы ничего не делает, но все равно ее какие-то мелкие привычки, они очень интересные. Ну, я просто ходила с камерой за ней, что-то снимала, как она говорит. И вообще я думала сделать какое-то, ну, семейное видео, просто какая-то память, чтобы была. И, ну, в одну ночь, когда я села это все монтировать, я посмотрела кадры, и я поняла, что это очень сильно отражает, ну, вообще жизнь калмыков в современном мире, потому что там очень часто... То есть очень интересно, что она говорит на калмыцком, но ей отвечает на русском, и она переключается всегда, ну, на эти языки. И мне было интересно, как она понимает, как она переключается. И еще я интересовалась темой депортации. Я, ну вот, в эти дни брала у нее какое-то мини-интервью, то есть она мне рассказывала, но она очень не любит рассказывать это. И когда я смотрела эти кадры, я поняла, что на самом деле депортация очень сильно отразилась на наше время, и все ее мелкие привычки, и то, что она... Ну, то есть это такое ощущение просто существования. Но когда я смотрела на эти кадры, я понимала, что то есть, ну, за этой женщиной очень большая история. Ну, у нее 6 детей, 11 внуков. Она прошла депортацию, вернулась. И когда я спрашиваю, ну, о истории ее жизни, она, ну, неохотно отвечает. И я решила сделать какой-то видеоряд, фильм, просто о настоящем и просто чем она занимается сейчас. И, как оказалось, в тишине намного больше слов. Ну, мне так показалось. И намного больше каких-то мыслей, размышлений. И, наверное, так получился такой какой-то рефлексивный, медитативный. Но я надеюсь, что он получился. Потому что, ну, некоторые мои знакомые, близкие, мне как-то звонили и говорили, что-то непонятно. Вот. Ну, все, вот. Спасибо. Круто, спасибо. А кто-то хочет задать вопрос из зрителей? Не стесняйтесь, спрашивайте. Да, у меня есть ощущение, что это огромное полотно для интерпретаций.
Но у меня не то, что есть вопросы, кроме как того, что еще надо переварить, то, что я увидел. Но прямо было видно, что это вот кино как кино. Спасибо большое. Ну да, согласна, я уже много раз посмотрела, пока готовила этот фестиваль, но мне кажется, очень много смыслов можно находить в каждом взгляде Эйджи, много раз пересматривать. Есть ли еще вопросы у кого-нибудь? Или комментарии? Лер, какие у тебя планы вообще дальше? Ты хочешь еще снимать? Ну, сложный такой вопрос. У меня вообще, какие-то фильмы, съемки совершенно случайно получаются. И на самом деле мне больше нравится помогать. Наверное, это вопрос к ответственности. Вот. Но я очень рада, когда мои друзья что-то снимают, и у них получается фильм. И очень круто потом видеть себя в титрах. Вот. Да, я на самом деле планирую снимать, и я поняла недавно, что меня больше тянет на какую-то концептуальную съемку. То есть это вот такие вот медитативные отрывки про рефлексию. И я понимаю, что это, формат не для всех, но я бы хотела такое снимать. Мне кажется, да, в этом много смыслов можно найти. И, надеюсь, получится. Мне напомнило немного на сам ритм повествования фильма Шанталь Акерман. Ты смотрела, может быть? Нет, посмотрю обязательно. Я тебе скину парочку. Тебе будет интересно. Спасибо. Вообще, как будто бы можно смотреть на вот бабушку, на Эйджи твою, как она просто ходит по дому, то есть там ничего не делает, как-то вот она зависает, там смотрит телек, кушает дольше. То есть как будто бы это такое действие, которое, как бы оно ничего не происходит, и при этом оно как бы так вот гипнотизирует. И как-то можно, какие-то события приходят, кто-то приходит, там, внучка, там, дочка, поболтали, ушли. И вот такой, типа, фильм просто как медитация. Мне кажется, есть такая, очень концентрированное у нее существование, как будто бы. Да, спасибо. Я об этом тоже думала. Но просто я вот даже не думала монтировать это. Я просто сделала его в рамках киношколы. И у нас было ограничение в 5-6 минут, поэтому я так, как-то сконцентрированно смонтировала. Но да, у меня вообще очень много материала. У меня этого материала на 2 часа, кучу кадров, и, возможно, да, я как-то сяду и смонтирую уже более длинные, если можно так сказать. Если позволите, я хотела немного тоже сказать комментарий. Дело в том, что вот лично для меня бабушка сыграла большую роль, и у меня такое мнение, что они обычно в семье как бы всегда незаметны, они всегда есть, каждый день и рядом, но потом, когда они уходят, как будто целая вселенная исчезает. Это такая пустота наступает. И
Мы же не замечаем, потому что родители обычно, они как бы более настойчиво, навязчиво тебе диктуют какие-то правила. Ровесники, ты с ними споришь, это все так активно, а бабушки, они обычно заботятся. Вот у меня такое ощущение. Ну, Да, ты не да, я замечаешь, тоже что об этом они есть. Ты не замечаешь о знаю. том, что они есть, они у тебя как будто вот вокруг, как воздух. А потом, когда они уходят, как будто воздуха нет. Ничего не изменилось. Весь тот же интерьер, все так же, но когда их нету, как будто вот целая вселенная куда-то исчезла. Да, согласна, я тоже это заметила при съемке, потому что, ну, моя Эдди уже плохо слышит, плохо ходит, и даже когда мы собираемся на какие-то праздники, она очень обособленно сидит, и из-за того, что она не слышит, она не может участвовать в разговоре. И постоянно она сидит в каких-то раздумьях. Ну, то есть вот да, она как наполняет воздух, и как будто она сама воздух, но ее присутствие на самом деле очень важно. И когда я начала об этом задумываться, я чаще стала, ну, как-то замечать вот это влияние ее существования. И это, да, это интересная мысль, что они так незаметно живут, что, ну, происходят вот эти громкие праздники, они так обособленно от себя и от других. Вот. И да, спасибо. Спасибо. Меня взволновал ваш фильм, скажу честно. Вы даже по моему голосу, наверное, почувствовали. Я думаю, что это очень важно, когда какие-то эмоции переживаются. Да, спасибо. А фильм где-то выложен будет? Я, к сожалению, опоздал чуть-чуть, поэтому не видел. Вот только по вашим комментариям тут слушаю. А где-то можно его потом будет посмотреть? Да, я пришлю вам. Могу прислать. Да, обязательно. У меня, к сожалению, не было Эдди. Папа вернулся из ссылки уже без нее. И вот, к сожалению, нет таких эмоций. Ну, вернее, эмоции вот даже я по вашему разговору почувствовал, а воспоминаний таких нет, к сожалению. Вот у меня только Гагашка, наверное, такую роль выполняла. Она была старше отца. И, в общем-то, примерно, да, примерно так вот это я по тому, что вы рассказываете, чувствовал. Спасибо. Есть ли еще у кого-то вопросы или комментарии, или мы можем приступить к следующему фильму? Больше, опять же, такой вопрос про, скорее, роль режиссера, ну, точнее, даже не роли режиссера, а позиции режиссера или фильммейкера в Калмыкии. Насколько сейчас, ну, не знаю, видятся какие-то планы по тому, чтобы снимать дальше? Такой вопрос. И есть ли планы продолжать развивать себя в качестве режиссера? Так, я скорее хотела бы развиваться как сценарист, потому что режиссер это очень ответственно, и все-таки человек, который выбирает режиссуру, мне кажется, он должен иметь большой стержень. У меня, к сожалению, такого нет, и мне просто нравится, ну, продумывать концепт, продумывать идею, и вот, все. Насчет кинематографа в Калмыкии, я много думаю об этом,
И, ну, многие мои друзья уехали, режиссеры, операторы, сценаристы. И сейчас, ну, у меня очень мало знакомых, которые занимаются кинематографом в Калмыкии. Но недавно я встретила своего очень дальнего знакомого. Мы давно с ним знакомы, не виделись. И он сказал, что у нас, оказывается, есть в колледже искусств факультет режиссуры. И это меня очень сильно удивило, потому что я об этом не знала. Но, конечно, там людей мало, и они... И я не знаю, честно, как они снимают, и я вообще, по-моему, мало знаю людей из этой тусовки, но они тоже снимают. Вот. Поэтому, ну, я думаю, люди, которые снимают, и, ну, у нас много в Калмыкии, на самом деле. Просто многие как-то не выходят в свет, стесняются. Вот. И как-то мы очень коллективно, то есть очень закрыто, что ли, это все делаем. Но надеюсь, что, конечно, у нас будет это развиваться, и будут новые кадры. Вот. У кого-то еще есть вопросы? Если больше никто не хочет задать вопрос или прокомментировать, то мы пойдем дальше по программе, наверное. Да, давайте пойдем дальше, раз нет больше комментариев. Спасибо всем большое. Спасибо большое, Лера. Спасибо. Да. Давайте вернемся в стрим. Следующий фильм будет у нас называется «Площадь Ленина». Спасибо. Следующий фильм у нас называется «Площадь Ленина» от режиссерки и художницы Виктории Саранковой. Так, приступим. Сейчас, секунду. Без всякой аппаратуры. Это будет молебен. Все, что будет говориться, вы будете слушать в прямом эфире, в Инстаграме. В Инстаграме будет обращение к сайтику насчет этого, что вы поняли, да? Мы сделаем новое обращение, выдвинем новые требования, объявим, какие будут акции дальше. Эти все наши акции будут продолжаться до тех пор, пока он не выгонит его. Мы покажем, что такое сила интернета. Следующие акции, они будут такие, что там не будут организаторов. Ну, то есть их невозможно будет прекратить. Нас просто разозлили, мы никогда этого не делали. С кем связались. Так это молитва у вас или что? Это наш город! Да, это мой тоже город. Берите, пожалуйста, еще один провокатор. Берите его. Мама его забыла! Я проголосовал, да. Одна.
молодых пацанов, они все знают. Вы действуйте, как мы просим. Мы сделаем это, показываем красивые картинки. Это разойдется, я журналист. Это разойдется, если кого-то из нас повяжут, то это будет резонанс, потому что все уже сидят, все видят, что это высокотехнологичная акция, которой не было. Да, сейчас мы становимся. В принципе, мы можем даже так остаться. Давайте просто, да, давайте просто возьмем мантры. Мне интересно то, что через вот эти три, можно сказать, движения этого памятника можно проследить какую-то историю, то, как это пространство создавалось и менялось. Ну да, был Советский Союз, была коммунистическая идеология. И, естественно, в центре каждого города или практически каждого крупного населенного пункта, даже сельского, всегда должен был стоять памятник Ленина. И в Калмыкии соблюли это и поставили на центральной площади памятник Ленину. Никто не возражал никогда этому. А калмыки даже в душе, по-моему, гордились, потому что его прабабушка калмычка из Астраханской области. Вот, тут понятно. И сегодня мы вновь провожаем отряды сакманщиков из Элисты. Сакман – время приема и выращивания молодняка. Это чебанская страда. А вот поворот сделал Илюмжинов. Илюмжинов его повернул в сторону Белого дома. Мы потом над этим очень много смеялись, ерничали. В газете была статья по этому поводу. Но есть версия же о том, что поставили в 95 году статую Будды Шипилова. И потом его развернули лицом к статуе. С чем это связано, я тоже не помню, честное слово. Вот честное слово не помню, просто было забавно. Многие смеялись по этому поводу. А большинству вообще-то было наплевать. Как он стоит, куда смотрит. Стоял и стоял. Не запомнилось, конечно, это время массовыми гуляния. Да. Я, например, выросла в 90-е годы, и я помню, что вот этот памятник Ленину, всегда там собирались, там молодежь собиралась. Да. А видели, какой постамент был большой, а сейчас он такой маленький. Вот другое дело, когда его убрали. Там повод же был какой? Печальный вообще. Само событие было такое нехорошее для всех. Мы собрались, это был сентябрь месяц 2004 года. На языке древнейшей игры это был шах. Несколько часов назад оппозиция прорвалась к местному Белому дому. Крики «Долой Кирсана» стали слышны в рабочем кабинете главного гроссмейстера Калмыкии. Ответный ход Илюмжинов продумывал до полуночи.
Он выдвинул вперед фигуру прокурора, за ним выставил целый строй пешек. Отставка президента Калмыкии Ирсана Люмжинова может быть произведена только в установленном законном порядке. Путем митингов и демонстраций вы ничего не добьетесь. Добьемся! Добьемся! Прокурор предложил разойтись по-хорошему и ретировался. Он был последней фигурой, которая разделяла демонстрантов и ОМОН. Оппозиция подсчитывает потери. 1 погибший, несколько тяжелораненых, свыше 100 задержанных. Лидеры арестованы, их будут судить. Те, кому удалось скрыться, подались в Москву. Попытаются передать Кремлю свой главный козырь. Около 70 тысяч подписей за отставку Илюмжинова. Прорвались все на площадь, встали и сказали, уходить не будем, пока Кирсан не уйдет в отставку. И ночью нас избили. В избиении нашем принимали участие, ОМОН были вызваны. Из Волгоградской области, из Ростовской области, из Ставропольского края и даже из Осетии. И вот когда люди, основная масса покинула площадь под натиском этих ОМОНовцев, били жестоко. Там были фотографии в сети, все есть. Кто-то оттуда кинул вот эту шумовую пластиковую гранату и кинул ее в Ленина. Оказывается, вот эта граната шумовая, она светошумовая, или как она называлась, я забыл, она пластиковая. И когда она взорвалась, этот пластик впился в этот мрамор. И они приняли решение разобрать Ленина и увезти. А через неделю вообще приняли решение установить там вот эту барабан КРД. Ленин вообще на площади не появлялся несколько лет. Потом, видимо, одумались и вернули его в тот закуток. Потом, когда КРД установили, вдруг сделали забор. Она же общая площадь для всех, да? А все, цель какая? Чтобы больше там не собиралось протестующих. В сети, в разных соцсетях люди находят альтернативную информацию, начинают сравнивать, смотрят на свое житье-бытие, начинают думать. А уже эти самостоятельные люди, мыслящие, не свободу они уже не воспринимают. Навязывание каких-то вот этих вещей они не воспринимают. И они уже иронично на все смотрят, оценивают все, не верят на слово. Мне кажется, вот так вот идет развитие общества, мира. И если наша российская власть пытается это дело закрыть, вот отключить интернет и держать нас якобы в неведении по поводу всего происходящего в мире, то это большая ошибка. Вы можете поднять руку, там есть такая функция. Вот я вижу на раз. Я пока все включаю, потом выключу, чтобы всех услышать. Так, я всех включил, сейчас остальным пока звук выключу. Друзья, приветствую. Я сам с Ингушетии, меня зовут Ахмед. Ахмед, подождите, я сейчас выключу.
Так, еще раз напоминаю, что если хотите участвовать в обсуждении, то подключайтесь к аудиочату в Телеграме. Немного подождем, когда люди подключатся, и начнем обсуждать. Так, ну, думаю, достаточно подождали. С нами режиссерка фильма Виктория Сарангова. Вика, спасибо большое за фильм. Мне кажется, он очень круто отражает историю республики, рассматривая при этом только одну площадь, казалось бы, небольшая территория, но тем не менее столько всего там происходило, столько там событий менялось, разных людей там было, в общем, да. Я только сейчас, причем заметила, что там даже кадры с канала РЕН-ТВ, и, видимо, это какие-то старые кадры, и там показывали эти протесты в республике, что сейчас я даже не представляю, что бы произошло, да. А тогда, получается, прямо по телевизору показывали протесты против Илюмжинова. Так интересно, как все поменялось. Ой, сейчас, извините. Секунду, Вика, сейчас я звук включу. С Телеграма все, говори. Все слышно, да? Да. Да, всю эту кинохронику, которую вы видите в этом фильме, она вся из Ютуба. То есть ничего такого то есть никакие архивы национального телевидения не пришлось залезать. Все в открытом доступе, в том числе и записи самого протеста 2019 года и статьи из журналов, из газет. Это все как бы в архиве Амурсанана и в архиве Национального нашего. И причем еще интересно, не интересно, а грустно, что Валерий Бадмаев, который там участвует в съемках, сейчас, получается, под заключением находится, да? Наш калмыцкий активист. Вот. Очень еще интересный момент, где говорится про поворот самой вот статуи Ленина. Вот как ты думаешь, я даже не знаю, вот как это можно трактовать, то, что его там поворачивали, что-то двигали, ведь это в каком-то смысле отражает отношение к этой фигуре исторической, или вот как ты это для себя понимаешь? Ну, вообще вот с этого факта, с того, что я вспомнила, в общем, начнем подальше, издалека. У нас был цикл лекций в моем университете искусств про теорию пространства, то, как пространство создается и как оно отображает социально-политические, в общем, события.
и культурные. И я начала, естественно, все это перекладывать на свой родной город, на Элисту, и вспомнила, что площадь Ленина, насколько она поменялась. И вспомнила вот этот момент, что Ленин же смотрел в другую сторону, что произошло. И, в общем, оттуда и пошло. Потом я нашла статью Бадмы Берчиева про вот это пространство, про протесты. И, в общем, начала копать дальше именно в этом направлении. Как это вообще связано было с различными изменениями в истории Калмыкии. И вот так и появился фильм. Да, а у меня вопрос вообще к людям. Как они помнят вообще, что Ленин смотрел в другую сторону? Ну, это мягко сказано. Вы что, Ленин, этот памятник, имел сакральный смысл в СССР. Я там вырос, и даже в пионеры там принимали, я это помню хорошо. Меня, правда, не принимали, я там был хулиганом тогда. Но лучших людей из моей школы принимали там. Мы там стояли в различных караулах и тому подобное. И, реально Ленин имел... Сама фигура Ленина, и, соответственно, памятники все с ним, как правильно там Валерий Бадмаев говорит, они все имели сакральный смысл. Я думаю, что советские люди относились к Ленину примерно как к Иисусу Христу. Вернее, точно так же, потому что коммунистическая идеология в какой-то степени это была религия, веры в коммунизм и так далее. Эдуард, вы помните вот этот момент поворота на 180 градусов? Прям именно в момент поворота я не помню, потому что я из Элисты уехал в 1984 году, и я там не был постоянно, но, безусловно, я отслеживал, и вот этот момент вообще переноса, поворота и так далее, это, да, мне было известно, и там и родители присылали какие-то там, не то, что присылали, а я звонил, тогда еще никто не присылал. Но вот именно прям конкретный момент поворота, дату я не помню. Хотела бы прокомментировать немножко с иного взгляда. Дело в том, что мы последние пионеры 80-й год, и Ленин нам немножко не был как бог, но вот этот памятник у меня ассоциируется с массовыми гуляниями. Все встречи назначали именно на памятники, и если ты пришел один, ты взбираешься, стоишь и озираешься вокруг, ищешь своих знакомых. У меня только такие воспоминания. Простите, конечно. У меня тоже период, когда перенесли это студенчество, вот сейчас в деталях не помню, в какой день это произошло, но это было, да. Удивительно, сначала он исчез, а потом появился в другом месте. Какой-то такой особой реакции не вызывало. Мы тогда совсем были заняты иными вещами, и в силу молодости, наверное, даже не поняли значение тех событий, которые там происходили. В наше время площадь Ленина тоже была таким местом, где после выпускного мы также шли из школы. Я учился там в 1-й, потом в 12-й. Мы шли туда встречать рассвет. И все то же самое, что потом я со своим старшим сыном проходил, который учился там же в Элисте. Все это было одинаково в этом смысле. Если кто-то хочет задать вопрос, не стесняйтесь, говорите из остальных слушателей. Нет вопроса, у меня тоже есть небольшая рефлексия на площадь Ленина. Там есть тоже один актор, который, точнее, неодушевленный предмет, который тоже пережил интересную судьбу, потому что были плиты эти на площади Ленина. После того митинга они переехали на другую площадь, площадь Победы, которая называется. И после нового митинга, по-моему, в 2020 году или в 2019, они снова куда-то дальше переехали. Такие плиты, которые вызывают реновацию. Следующий можно фильм назвать «Плиты Ленина». Пойти по пути сужения, да. Интересно, куда они их сейчас передвинули.
А вообще, наверное, очень важно делать такие акценты, потому что до сих пор я работаю, кстати, рядом с этим памятником, каждый день прохожу и как-то никогда не задумывалась. И классно, что вы сделали такой акцент. Спасибо, Виктория. На определенные мысли, и даже те события, я сейчас поймала себя на мысли, что я в то время была в Элисте, но из-за того, что я не, как сказать, силы молодости вообще не понимала, что происходит. И когда вы вот выдернули и показали сейчас, конечно, это были такие знаковые события. Спасибо, да, спасибо. Еще интересный момент. Я правильно помню, да, что, получается, Ленина передвинули на край площади, а там построили вот эту вот нашу как барабаны, да, молебельные. То есть до этого там была более свободная площадь, я так понимаю, и там все гуляли и иногда собирались протестовать, а потом там построили молебенное как бы место, молебенные барабаны. Как ты вот, Вика, это, как бы, что для тебя это значит, этот шаг со стороны администрации города или кого, вот, не знаю, республики? Тут Эдуард вначале говорил про сакральное пространство, которое Ленин там собой представлял, да. Оно и остается сакральным, да, но изначально как бы функция площади — это гражданское собрание, да. Угу. Я считаю, что как бы функция площади, она утеряна. Угу. Не знаю, насколько ясно сейчас выражаюсь, потому что очень много об этом думала. Вот, я как бы выросла как раз в то время, когда эта функция, она более или менее выполнялась, да, то есть были массовые гуляния, люди собирались, можно было стихийно, да, спонтанно прийти. Сейчас это, словами даже Валерия Антоновича, это невозможно, да, потому что там забор, там кюрде стоит, это сакрализированное пространство, где уже недовольство проявлять невозможно. Я вставлю свои 5 копеек, как человек из 60-х годов. Я скажу, что вот когда мы были подростками, это 80-е годы, начало 80-х, мы не рассматривали тогда площадь как место такого сбора свободного там волеизъявления и так далее. У нас это было место за Белым домом. Вот там кусты и так далее. Мы там собирались. Вот приезжали там из Теберды, был пионерлагерь раньше, в 80-х годах в Теберде, калмыцкий, Тюльпан. И мы отъезжали от площади Ленина, то есть садились там в автобусы, и они нас везли в Теберду. И возвращались мы туда же. Но собираться мы сами уже после всего собирались мы за Белым домом. Вот там, где сейчас вот был дракон, раньше там не было дракона, там были просто скамеечки и кусты. Вот мы там, собственно, собирались. И это было местом сбора. Поняла, да, спасибо, Эдуард. У меня просто тут как бы открытый вопрос, какое же пространство тогда принадлежит людям? И этот вопрос я как бы очень долго пыталась осмыслить, да? Но поэтому я говорю в этом фильме. То есть так случайно получилось, что я приехала в 2019-м, чтобы этот фильм потихонечку собирать, там в архив запланировала время походить в Амурку. И тут вот начались протесты, и как бы это все как знак судьбы. И
Ну, вот и поэтому фильм получился таким, какой он сейчас есть. Кстати, он не законченный, на мой взгляд. Я его просто уже выложила так, как есть, потому что я не знаю, когда уже вернусь в Элисту. И ну, как его вообще закончить, не могу понять, поэтому решила, что пусть уже живет своей жизнью. Ну, абсолютно правильно сделала Вика. Фильм закончится, наверное, тогда, когда Калмыкия станет свободной, в прямом смысле этого слова, и независимой, ну, то есть после распада Российской Федерации, чего все ждут. А пока он пускай живет так, как есть. Спасибо. Ну да, может быть, должно произойти какое-то событие, которое ты поймешь, что вот это оно как бы завершает мой фильм. Теперь история закончилась. Какой-то логичный конец должен произойти. Вика, да, ты хотела что-то сказать? Или говори. Я хотел бы знать, снимаешь ли ты сейчас что-нибудь и над чем ты сейчас работаешь? Снимать я сейчас не снимаю. Вообще, как бы я художница, и то есть использую этот медиум, видео и фильм, ну, только иногда, да, вместе с другими инструментами как бы использую. Сейчас я работаю над вышивкой, над инсталляцией. Я вышиваю все имена на мою, ну, то есть все фамилии Сарангова, которые всех, кто пострадал во время депортации. Это очень такой долгий процесс, и я надеюсь, что получится сделать инсталляцию, поставить в степи, повесить все эти флаги с вышитыми именами. В общем, кто, если захочет вышивать свою фамилию, обращайтесь ко мне, покажу, как это делать. Ну, то есть это совершенно другой вопрос, другая тема. Это вот как раз связано с депортацией, с поиском своей идентичности, с памятью, с травмой коллективной. Ну, в общем, такой очень проект. Вот. Надеюсь, ответила. Мне очень интересно то, что вы сейчас сказали, и мне бы хотелось бы с вами посотрудничать в этом вопросе. Давайте спишемся в этом чате тогда, Виктория. Хорошо. Может, у кого еще есть вопросы там по поводу разных каких-то там именно самого фильма, не тема, а исполнение там, ну, в общем, любой вопрос. Ну, не то чтобы дополнение. Говори. У меня по поводу фильма, там же есть вот такое решение, не знаю, типа, когда не сумо, а остановление плюс вот этот текст. Почему именно вот этот вариант выбран по тому, как показывать информацию? Какие вообще рассматривались варианты? Вот по формату самому, по форме. Но я вдохновлялась режиссерами такими, как Харун Фароки. Он снимает вот видео-эссе именно. Еще один из любимейших художников Джереми Деллер из Англии. Он как раз, я у него, кстати, позаимствовала этот прием. Я долго не могла понять, как вместить столько информации и при этом максимально отстраненно, ну, то есть не включать свой голос, мне не хотелось тогда включать свой голос, и как бы выжимки, как делать эти. И как раз посмотрела фильм Джереми Деллера, и я могу его тоже скинуть, кому интересно. И такая, окей, ладно, возьмем у тебя этот прием.
Да, ну вот, в общем, больше всего мне нравится вот этот именно жанр видео-эссе. Вот, да. Ну, на самом деле, действительно здорово, вот учитывая, что современные молодые люди, ну, не только молодые, предпочитают короткий формат. Никто, как правило, не выделяет время в жизни на длинные просмотры, прочтения и так далее. А здесь, ну, достаточно емко, коротко и, ну, и в целом лаконично. Не знаю, насколько это будет интересно широкой аудитории, там, да, ширнормасам за пределами Калмыкии, но в Калмыкии это точно интересно всем, потому что в Элисте бывают, если не живут, то бывают все. Вот. Возможно, что и кому-то это... Ну, то, что английский язык там в качестве титров использован, тоже правильно, потому что многим, ну, станет понятнее, наверное. Просто в процессе вот обсуждения фильма и работы над ним я поняла, что почти что, ну, это не только калмыцкая тема, да, вот как бы центральная площадь, она во всех городах, и особенно на постсоветском пространстве. Стоят там памятники Ленина, и вот все, что вот сейчас происходит, как бы разные события, по-разному они как бы это пространство переформатируют, и это происходит в прямом вот сейчас, да. То есть я исхожу из того, что вот памятник — это сгусток времени такой, да, это как бы time bomb такая. И вот через это можно очень многое как бы увидеть. И то, как вот это пространство, оно не только вот в Калмыкии вот это все. Если мы посмотрим на другие страны, да, там площади в Египте, да, площади в Турции, какие они значения сыграли в политической жизни, то можно многое вообще понять, на мой взгляд. Ну, абсолютно согласен. Вот все республики Российской Федерации, я думаю, ждет вот эта волна сносов памятников, потому что везде стоят эти памятники Ленина, ну, где-то еще стоят, вот та же Бурятия, Улан-Удэ, у них тоже там Ленин такой голова, ну и все остальные. И вот то, что у нас произошло чуть раньше, ну, демонтаж, да, вот этот был, ну, потом передвинули, ну, вначале был демонтаж, он был связан с протестами ведь, и, то есть это было притяжение, люди пришли именно туда, потому что все эти площади, они располагаются, вернее, все администрации республик располагаются на этих площадях. То есть вот это же там была такая связка архитектурная. Площадь Ленина, памятник Ленина и администрация республики. Вот так же, как у нас. Поэтому в скором времени, я уверен, все это будет демонтировано, все эти площади будут переназваны, памятники Ленина снесены куда-нибудь в закрома. Вот. Это отчасти, может быть, не совсем так вот правильно, если вот так смотришь, европейские города, да, ну, все были, наверное, ну, многие были, смотрели, ну, там, взять Вену, там императоры стоят, там, да, или Францию, то есть памятники, как правило, не сносят. Ну, у нас же все-таки несколько другая история, вот это связанная с Советским Союзом, и вот та же Украина, до нее дошло сейчас только, и она в итоге сносит не только уже памятники советские, но уже и дошли до Екатерины II, там, Пушкина и тому подобное. Ну, то есть все это для того, чтобы отстраниться от, скажем так, от русского мира, да, в кавычках. Вот. И это все нас ждет то же самое. Я имею в виду у нас, не русских, так условно говоря, тех людей, кто ищет свою идентичность и найдет в итоге. Но я хотела указать на то, что вот, когда вы, может быть, все помните Black Lives Matter, когда проходили протесты, то там тоже памятники сносили бывшим колонизаторам. И, то есть это, ну, то есть не только в
постсоветском пространстве, не только вот это происходит. Да. Да-да-да, я это тоже помню. Но это было как бы, ну, не совсем в той струе, да, как у нас на постсоветском. Там это все-таки, там большая история расизма и вот этих, действительно, борьбы с рабством, да, она просто сейчас как-то, скажем, вышла, да, на такой новый виток. Она всегда, в принципе, у них была там последние там лет 60, но сейчас как-то на новый виток все это вышло. Но это не затрагивает в Европу, к примеру, да, там же тоже бывшие колониальные империи. У них это все, ну, по крайней мере, пока остается. А у нас какая-то своя, я имею в виду на всем постсоветском пространстве, у нас своя история, и я в этом смысле не спорю. Дополнение. Да, понятно. Но я вас могу уверить, что в Европе тоже идет пересмотр этих всех памятников кайзерам и т.д. и т.п. И пространство по-другому сейчас. В основном художники, художницы, активисты тоже критически к этому подходят. Почему это названо так, почему не говорится о том, что проводились, например, здесь человеческие зоопарки и другие какие-то вещи, которые, ну, немыслимы в настоящее время. Ну, то есть, да, мне кажется, пересмотр вот этих всех, скажем так, ценностей происходит сейчас, да, большой. Можно это назвать, наверное, неким переформатированием цивилизации нашей всей. В этом смысле действительно мы живем в какое-то такое время тектонических сдвигов. И вот эта война в Украине, она, наверное, таким катализатором, наверное, явилась, как мне кажется. А кто-то еще что-то хочет сказать или прокомментировать, спросить? Наверное, по самому фильму, потому что фильм исследует проблему общественных пространств. Как сейчас автор видит общественное пространство в Элисте, в принципе? Есть ли что-то, что заменяет эту площадь? О, у меня сейчас начнется. Но его же меняют, да, вот «Мальчик и дракон», то есть там ставят какие-то, ну, там ставят звезды, потом убирают. То есть совершенно нет чувствительности к пространству в Элисте, но я это как бы, то есть это очень важно. Все, что происходит в пространстве, это принадлежит людям. Они как бы должны делать все эти изменения с согласования граждан. Это очень важно. Это меняет сознание. Как бы пространство — это общественный продукт. Это как бы продукт, то есть это не то, что продукт, как бы. Да, это должно создаваться с утверждения всех, кто живет в нем, а не только сверху. И меня очень возмутило то, что убрали какие-то памятники, поставили новые. Это очень грустно. А если бы ты придумывала идеальную центральную площадь в городе, то как бы ты ее сделала? Я бы оставила там пространство, чтобы чисто физически можно было там собраться большому количеству людей. А то, как именно она будет выглядеть, над этим нужно думать вместе. Лучше бы проводить там вопросы, наверное. То есть, в общем, я бы сделала такое пространство, которое подразумевало бы сбор людей. Угу. И без заборов, наверное. Может быть, еще со сценой. Какой-то микрофоны, не знаю. Сцена уже была, ребята. Была сцена в 90-е годы. Довольно долго, причем. Она лет 10 там стояла вот около КГУ. Большая сцена. Это
придумал Кирсан, когда была предвыборная вот эта избирательная кампания перед 93-м годом, первые выборы, вот, и вот это был такой действительно по тем временам очень удачный пиар-ход возить сюда вот этих вот артистов, там, певцов, шоуменов из Москвы. Это прям реально сыграло большую роль в его победе тогда, к сожалению. Спасибо всем за обсуждение. Нам по расписанию надо идти дальше. Следующий фильм у нас называется... Ты хочешь? Небольшая пауза. Трансляцию в Телеграме. Да, я сейчас... У нас будет небольшая техническая пауза, мы восстановим трансляцию в Телеграме и продолжим. Вот, смотреть следующий фильм. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Надеюсь, трансляция пошла и в Телеграме, и в Ютубе. Следующий фильм у нас от режиссерки Светланы Акунка. Фильм называется «Габинда». Здравствуйте, дорогие друзья! После каникул и отпусков двери радиоклуба «Театр плюс Дети» вновь открыты для всех вас, кому не безразличен мир детства, добра и творчества. Все видать. Удивительно, что их еще не оторвали. Не достанут, наверное, дети. Может, просто надоело им уже.
Тебя точно слышно, если что, нас. Ага, все. Супер. Это не факт, что значит, что Телеграм слышно. Вроде да. Должно быть, да. Самой режиссерки Светланы у нас сегодня нет, но Вика Сарангова участвовала в создании фильма, поэтому может немножко нам рассказать о нем. Вика, можешь рассказать, ну, насколько ты знаешь, какая была задумка и как Света пришла к идее снять этот фильм? Я не участвовала в создании фильма. Фильм создавала Светлана и оператор Саша Трубковский. Вот насчет задумки, я думаю, Света тоже должна сама об этом говорить. Именно технически я была вот именно в этом селе, когда они снимали, потому что Света моя сестренка, и мы вместе вот поехали туда. Вот, ну, все вот так вот очень... Это учебный фильм Светланы. Она училась в ГИКе на документальном, на неигровом факультете, мастерская Мирошниченко. Вот, и одно из заданий было снять фильм без слов. Первый фильм. А эта женщина, это настоящая женщина, не актриса, да? И ты как-то, у тебя был шанс с ней поговорить, как-то познакомиться? Как вообще нашли ее? Мы нашли где-то во ВКонтакте историю про то, что вот за Хурулом ухаживает женщина, которая вот рядом живет.
Да, это настоящая женщина. И просто поехали, познакомились. Очень добрый человек. И да, она рассматривала Хурула. Я не знаю сейчас, жива ли эта женщина. Это было очень давно, потому что 2008, да, год. Очень давно это было. А этот Хурул, ты знаешь о нем что-то? Он выглядит как довольно старый, да? Он вот какого года? Или примерного периода? Это же хашиутовский Хурул, я не путаю? Да, это хашиутовский Хурул, Астраханская область, который сейчас начал. Ну так там ремонт произошел, сейчас там гораздо лучше все. Правда. Да, там намного лучше, его отремонтировали, вообще отреставрировали. Ну, там фотки есть, сейчас наберите в любом поисковике хашиутовский Хурул, там привели его в порядок, ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что я увидел, я вначале не понял даже, когда показывали фильм, я подумал, что это интересно, еще один Хурул где-то, потому что на самом деле это единственный Хурул, оставшийся живых, вот, и он совершенно в другом сейчас состоянии, к счастью. Получается, что его не уничтожили, когда вот была война с религией при Советском Союзе, да? Это единственный Хурул, который остался из 99. Да, в 2008 году он был в ужасном состоянии. Вот она единственная, кто ходила за ним, присматривала, подметала его, потому что там вот открытая крыша, и голуби, в общем, эти птицы постоянно. То есть ставила лампадки. То есть она была смотрительницей, можно сказать, хранительницей этого Хурула. Ну, это мощный фильм, на самом деле. Я просто не сразу понял. Я опять включился чуть позже, почему-то там мне все опаздывало. Это же мощно. Действительно такой слепок, можно сказать, эпохи. Совсем недавний причем. 2008 год, это вчера было. Ну да. А интересно, как так вышло, что не нашлось калмыков, которые хотели бы ухаживать за наследием своим. Там в этом селе, может быть, там живут калмыки вообще? Вот, ты помнишь? Вряд ли. Вик, ты... Там какая-то история была сложная, запутанная, и как бы, да, вроде как в тот момент не нашлось никого. Нет, не было никого, кроме... И так как она живет напротив, и она на себя взяла вот эту миссию. Ну да, это очень интересная история, что эта женщина настолько... Ну, ее беспокоил, да, этот вопрос, что она решила сама ухаживать, при том, что видно, что она крестится, да, у себя дома, то есть она христианка, но при этом ей, видимо, болело сердце за это наследие нашего народа, и она ухаживала за ним. Да, это удивительная женщина, очень, ну, да. Только могу самое лучшее сказать о ней. Очень спокойная, и она вообще, ну, как-то так даже удивилась, что приехали про нее там снимать что-то. А сколько ей лет было тогда? Я не знаю, но она уже была довольно преклонного возраста. Просто, возможно, она застала еще время, ну, если она там живет всю жизнь, а по всей видимости, так оно и есть, наверное, она застала, может быть, еще тех ну, своих односельчан, калмыков, которые жили там до депортации, возможно, там дружила и так далее. Ну, было бы интересно знать точно, сколько ей лет. Ну, к сожалению, на этот вопрос может, наверное, только Светлана ответить в следующий раз. У меня, когда я смотрела фильм, у меня возникла мысль, может быть, она замужем за калмыком. Я подумала, может быть, поэтому она ухаживает. Может быть, она приняла буддизм, как бы выйдя замуж или что-то такое. Но как будто бы тот факт, что она... Ой,
Тот факт, что она даже не связана браком, как будто еще более благородным делает ее поступок. Ну, на самом деле, я скажу, что вот у нас-то в Ергенинском вообще русские женщины живут, они по-калмыцки говорят, ну, лучше, чем многие калмыки. Совершенно они не замужем, не обязательно замужем за калмыками. По-русски, ой, по-калмыцки говорят там «ух». Ну да, это круто, когда такое происходит. На самом деле, вот эти же места, Астраханская область, эти районы, которые раньше были калмыцкими, там ведь ну, люди, даже те, кто там помоложе, они все равно в какой-то степени эту культуру впитали, ну, те, кто там жил всегда. Поэтому для них это на самом деле абсолютно органично. То есть это для вас, может быть, как кажется каким-то удивительным, потому что вы реальность наблюдаете современную. А если брать даже там 70-е годы, вот когда я там рос, ну, это было абсолютно естественно, когда русские люди, которые там жили всю жизнь с калмыками рядом, для них это вообще абсолютно естественно. Я хотела на этот счет сказать, что я знаю... Ой, прошу прощения, или надо ждать, когда слово дадут? Не-не-не, говорите. Я знаю бурятскую семью, то есть русские, то есть у них, ну, в Бурятии же принято к ламам ходить, там в начале года там проводить различные обряды, и есть русские, которые ходят в православный храм и ходят, ну, свой семейный, да, личный лама есть, то есть и также чай брызгают, вот, ну, в дорогу и так далее, то есть а относительно этой женщины, мне кажется, просто это надо быть очень глубоко верующим человеком, чтобы не видеть различия в религии. Фильм очень красивый. Вот эти плавный переход картин, как ты листаешь, что мне очень понравился фильм. Вот. Дело не в том, что не обязательно быть замужем за калмыком, наверное. Ну да, я согласна. Это отражает ее уважение к культуре без каких-либо причин, просто потому что она уважает, видимо, единого Бога. То, что не важно, какой у кого Бог, но важно проявлять уважение. У нас же то же самое было. Вот сейчас девушка говорила про Бурятию, что там к ламам ходили и так далее. У нас же это тоже было до депортации. То есть, все люди, которые жили у нас на территории Калмыкии, независимо от национальности, они, все это абсолютно органично принимали, были частью общества. Да, и в Москве, помню, тоже есть, я не знаю, то ли из Калмыкии мужчина, то ли из Бурятии, в общем, азиат, но он какое-то предприятие, чтобы начать, он ходил сам в православный храм ставить свечку. То есть это удивительная культура, на самом деле в России образовалась до каких-то пор, конечно, сейчас не знаю, что будет. То есть людям особо не важно, не то чтобы не важно, главное, чтобы вот было место, где можно было бы выразить свои какие-то духовные притязания, что ли, что-то в этом роде. И то, что вот эта женщина с утра покрестилась и пошла, то есть человек вышел, да, это дом на земле, то есть это нужно еще затратить лишние
энергии, силы аж пойти еще поднести. Это не то, чтобы сходить, там, помолиться, это она сделала больше, чем надо, в общем, я говорю. Это исключительный случай, мне кажется. Что, в данном случае пошла бы я ухаживать за храмом, не знаю. Да, причем это как бы систематический труд. То есть это не просто один раз она подмела там, она то есть, взяла на себя вот эту ответственность. И еще рассказывала нам тогда, что она купила амбарный замок, чтобы закрывать эти двери, не было, открыты были двери, и там тусовались такие, ну, в общем, могли зайти те, кто, ну, кому вообще пофиг. И она вот сама на свои почти деньги купила этот амбарный замок, чтобы не ходили лишние. Ментор, я бы тоже хотела сказать насчет того, что, наверное, не обязательно быть религиозным человеком, чтобы так трепетно относиться просто к историческому наследию народа, вот, который проживает по соседству и когда-то жил на этих землях. И еще немного хотела сказать про реставрацию, поскольку я была в Хоруле, когда реставрация только-только начиналась, все эти работы, и Хорул был еще в таком же состоянии, как в фильме. И, например, тогда я, приехав туда, сама имея хушутские корни, например, почувствовала вот эту вот связь, какую-то даже почти мистическую с предками. Вот. Эта поездка меня очень впечатлила, хотя я на тот момент вообще была ребенком. Вот. Сейчас, после реставрации, мне туда ехать не хочется, потому что мне кажется, что эти реставрационные работы были проведены недостаточно бережно, потому что я помню остатки каких-то рисунков аутентичных на стенах. Вот эти вот хашутовские тамга на каждом кирпичике, их было видно. Вот когда-то, которые были при строительстве выбиты, на каждом кирпиче родовой знак. Сейчас это все закрыто штукатуркой, вот таким вот пряничным ремонтом. Как бы сама идея реставрации, я не хотела бы там ругать или что-то такое, но просто сейчас я уже, например, не чувствую к этому близость, и мне кажется, это немножко такое небережное отношение к историческому наследию, вот то, как были проведены эти реставрационные работы. И жаль, что мы потеряли вот такую связь в виде, например, этих рисунков, изображений на стенах. И вот то, о чем я говорила, тамга, я многое не помню, вот, но что помню, вот, сейчас этого уже нет. А не знаешь, Левина, кто проводил реставрацию? По-моему, просто какая-то... Да, возможно, даже московская фирма, которая просто там выиграла, не знаю, тендер, госзакупки. Вот. Наверное, это были люди, у которых имелся какой-то опыт, они же, наверное, не могли просто так выиграть этот тендер. Но, возможно, они не были так знакомы с историческим наследием и не работали так тесно, например, с нашими учеными калмыцкими, которые помогли бы им сохранить. Потому что понятное дело, да, что когда мы реставрируем, мы хотим, как-то, чтобы все было хорошо, красиво выглядело, и вот эти вот полуразрушенные кирпичи оставлять, это не очень все равно, да, в том состоянии, в котором храм был в данный момент, 15-10 лет там назад, это, конечно, тоже не вариант. Но, например, вот в Москве есть такие примеры, когда, допустим, проводились какие-то работы подземные, при строительстве метро и так далее, и находили следы старых стен, и их реставрировали, при этом оставляя вот эти вот элементы кладки исторической. Вот. Мне кажется, можно было бы, если бы мы приложили больше усилий, это, возможно, тоже удалось бы сохранить в хашутовском Хоруле. Да, есть хорошие примеры того, как можно восстановить, не теряя вот эту связь
тем, как было. Я тоже была поражена, когда вот туда приехала. И мне сложно было осознать, что каждый вот кирпич, он как бы, на нем была вот эта метка. То есть, и ну, есть пример, да, то, что в Петербурге, да, в Хуруле, там тоже видно вот эти вот срезы. Ты видишь, ого, какой путь проделало это здание. То есть это уважение к прошлому, к наследию. Ну, я так понимаю, что это проблема того, что как раз в том, что Хурул не на нашей территории находится, и там, по всей видимости, не было какого-то сотрудничества с нашими коллегами из Калмыкии, которые понимают в этом. Ну, очень обидно. Да, я сейчас посмотрела фото, и даже как будто бы стилистически как будто бы не сохранен облик. Да, верно, верно. Он слегка видоизменен по сравнению с тем, как он был изначально. Да, я вот сейчас на стриме показываю картинки, и сейчас он такой, я даже не знаю, что это за стиль. Стиль просто каких-то сооружений, обычных каких-то домов, не буддистских, как будто бы. Мне кажется, такой больше русский какой-то стиль народный. Ну, Да. мне, например, это пряничный дом напоминает теперь. Ну да, вот когда в Твери, там как вот центральные улицы, их там так как будто бы делают. И я смотрю фото до, конечно, он абсолютно по-другому выглядел. Да, и стоит сказать о том, что там довольно маленькая часть сохранилась от всего здания, потому что прообразом хашутовского Хурула ведь был Казанский собор в Петербурге. Ну, насколько, знаете, он такой вот в форме дуги. А получается, от хашутовского Хурула сейчас осталось только как-то одна молельня, ну, то есть одно здание из... Там было 3, по-моему, здания, которые были соединены. Получается, осталось только одно боковое, кажется. Я поняла, да. Ну да, я вижу вот старые фото там, да, красиво, конечно, было, а вот сейчас, да, совсем по-другому выглядит. Да у него же была история, почему его в свое время Тюмень, насколько я помню, делал, и это было связано как раз с войной 18-12 года. И после него все это было там задумано, реализовано. Вот, да, правильно Елена сказала, как собор в Питере. Собственно, это последний фильм нашей программы на сегодня был. Можем еще обсудить, если у кого-то есть еще мысли. Но в целом программа закончилась, и завтра в то же время в 13:00 будет второй день с новой программой. Вот. Но последний шанс что-то еще сказать, если вы хотите что-то сказать. Спасибо за фестиваль и фильмы. Спасибо вам, что пришли. Тогда ждем вас завтра в 13 по ЛСТ. Все, спасибо всем. Хорошего дня. Спасибо. До завтра. Много чего есть, но уже потом, ладно. Хорошо. До свидания. До свидания.